Из-за пандемии коронавируса запланированную на минувшее лето масштабную реформу техосмотра перенесли на 1 марта 2021 года. Изменения коснутся прежде всего процедуры проведения технического осмотра. Главная цель всех нововведений – борьба с серыми техосмотрами и выдачей диагностических карт без фактической проверки автомобиля. Так будет введена обязательная фотофиксация авто при заезде и выезде из сервиса. Кроме фотографий будут фиксироваться и координаты машины, чтобы точно определить, в том ли сервисе и в то ли время сделаны снимки прохождения технического осмотра. От прохождения ТО полностью освободят автомобили, выпущенные не более 4 лет назад. Штрафы за езду без техосмотра в размере 2000 рублей вступят в силу только с 1 марта 2022 года. Нарушения планируют фиксировать с помощью дорожных камер, сверяя регистрационный номер автомобиля с базой техосмотра. Несмотря на то, что со следующего года за левый техосмотр штрафовать не будут, для недобросовестных автовладельцев такая хитрость может обернуться серьезными финансовыми потерями. Страховые компании получат дополнительный повод для предъявления регрессного требования к водителю, в частности, за несвоевременно пройденный техосмотр. Это следует из поправок в законе об ОСАГО, которые вступают в силу с 1 марта следующего года. Важное уточнение: регресс будет выставляться только в тех случаях, когда ДТП произошло по причине неисправности машины. Большие изменения также ожидаются и в правилах дорожного движения. Так, Министерство внутренних дел подготовило проект поправок в перечень неисправностей, при которых нельзя будет эксплуатировать автомобиль с 1 июня 2021 года. В первую очередь изменения коснутся состояния тормозной системы автомобиля. Также нельзя будет управлять машиной, у которой в рулевом механизме и рулевом приводе есть детали со следами остаточной деформации. Помимо прочего, смягчатся требования к тонировке ветровых и боковых стекол на 5%. Свой комплекс поправок в ПДД подготовил и Минтранс. В новом варианте правил будет однозначно запрещена стоянка на островках безопасности на пешеходных переходах и островках, разделяющих транспортные потоки. А зона действия знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». С 1 апреля 2021 года практический экзамен на всех транспортных средствах, кроме мотоциклов, будет проводиться исключительно в городских условиях. Также изменится система оценки действий кандидатов в водители. Отправиться на пересдачу теперь можно будет и за непристегнутый ремень безопасности, наезд на бордюр и трехкратное включение задней передачи на парковке. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами останется прежним.